Осенью прошлого года я рассказывал историю про побитого кота, которого хозяин швырнул об забор на глазах у моей девушки. Мы оставили его на передержке у нашей подруги и долго искали ему новую семью. Все это время я не рассказывал вам, что стало с этим котом, но сегодня пришло время поставить точку в этой долгой истории. А также расскажу, как коты отжали у нашего пса диванчик, покажу, что стало с этим диваном спустя месяц, а потом съездим в ту самую легендарную квартиру в последний раз. Сегодня вас ждет много интересных тем, поэтому, как всегда, поддержите выпуск лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и обязательно смотрите до конца. Меня зовут Саня, и мы начинаем. В прошлый раз я рассказывал про диванчик, который мы подарили нашему собакину в честь его 10-летия. Первое время босс побаивался на него запрыгивать и всегда делал это осторожно. Затем он привык и стал валяться на своем царском троне, как ни в чем не бывало. Каждое утро босс вставал пораньше, усаживал свой попец около окна и разглядывал сонных прохожих, которые торопились по своим делам. Хорошо быть собакином, который никуда не спешит, особенно если ты живешь в теплой квартире, вкусно накормлен и даже имеешь свой собственный диван. Дел никаких нет, торопиться никуда не надо, думать и переживать ни за что не надо, только ешь, гуляй, спи да в окно смотри. Но не все бывает так гладко. Новый диван, на котором уже больше месяца спит босс, каким-то образом лишился одной детальки. Ну вот, у нас случилась первая поломка. Солнышко, потише, я записываю. У нас случилась первая поломка. Не знаю, как это произошло. Может, ты мне расскажешь? В общем, вот. Петли вылетели с корнем. Здорово. О, красота. Нас, конечно, предупреждали насчет этой фирмы, которая начинается на букву А. Белорусы знают. Но мы подумали, что, собаки-то нормально будет. Ну и вот, в итоге что? Это, конечно, можно попробовать сделать, не проблема. В принципе, все реально починить. Соня, ну потише, пожалуйста, я снимаю. Давай. Хоп. Наивная такая до сих пор. Ой, чуть не упал, блин. Углов наделают. Дай. У нас там травка лежит. Кто хочет, тот поест. Ну, например, Катя с работы придет. Умничка, солнышко, давай еще. Вот нравится ей. Нравится эта игра, Соне. Зачем собака, если есть кошка? Рычит, когда кто-то там шумит посторонний. Бежит в окно, смотрит, запрыгивает на подоконник, на задние лапы становится. Игрушки приносит. Сонь, что ты там у нас еще по собачьи делаешь? Ой, вертолет. Сёнь, чуть там ползаешь, вот твоя игрушка. Давай, идем еще поиграем с тобой. Чтоб ты сейчас наносилась, я сяду работать, а ты будешь спать рядом. Погнали. Ой, не попал. Оп. Неси, моя бубочка. Давай. Давай, мое солнышко. Уже еле идет, уже устала девка. Но все равно еще будет бегать до последних сил. Моя красавица. Куда, Сонь? Сонь, ты сейчас загонишь под диван. Решила сюда принести? Ой, вертолет. Я тебе сейчас еб... На. Наивная, блин. Умничка. Солнышко, давай. Сколько в тебе сил? Фу-фу-фу. Вертолетик. Сонь, ну я не хочу в кустах лазить. Принеси мне на диван. Сонечка. Ладно, видимо, девка устала. Сорян, босс, немножко отвлекся. Так вот, сделать в принципе можно, но я так посмотрел, подумал, а надо ли? Вот, если так посмотреть. В принципе, и так неплохо, да? Без этого подлокотника. Боссу запрыгивать удобнее станет. Можно, там, не знаю, ляжки свесить. Босс, любишь ляжки свешивать? Ну, не знаю.
Может быть, сделаем. Может, так ставим. И так нормально, и так нормально. Не знаю, как это произошло, но предполагаю, что босс просто облокотился всем весом об этот подлокотник и просто вырвал его с петель. А еще этот диван оценили коты. Особенно Дуня, она прям очень любит спать рядом с боссом. Они фактически вместе выросли, и поэтому она привыкла быть всегда рядом с ним. А вот пес не очень любит спать с котами, но несмотря на это, он никогда не обидит тех, кто слабее его. Босс у нас очень добрый, интеллигентный пес. И даже несмотря на свою силу и огромные размеры, он не станет никого прогонять или как-то ругаться с котами. Если на его месте спят коты, он просто сядет около дивана и будет сидеть, пока они сами не уйдут. Или пока мы их не уберем. Дуня, ну сколько можно тебя просить? Это не твой диван, вот здесь лежи. Ему здесь нельзя, тебе здесь можно. Тебе везде можно. И ты посмотри, как он лежит. Бедняга, пошевелиться не может из-за тебя. Тебе мало места в квартире, Дуня. Типа она меня поняла. Иди сюда, Бося. Иди, во. Ляжки вытянул, как ты любишь. Все, нормально, красота. Подушка падает постоянно. Давай туда ее. Да, он сейчас все равно лапу ее скинет. Нормально. Их бы чем-нибудь слепить, как это, вагончики. Вагончик тронется, а босс останется. Она понимает, что это его диван. Она, ой, как редко сюда залазит. Смотрите, прикол. Если боссу говорить, он поднимется и будет смотреть в окно. Смотрите. Босс, смотри. Бося, смотри. Бося, смотри. Да что ж ты, ну, босс. Босс, смотри. Смотри. Да смотрю я, скажи, что ты орешь? Ну все, ложись, Бося, ложись. Собака. 12 seconds later. Идет блатная. Сейчас вот эта вот наглость опять пойдет на босса диван. Вот 100%. Дуня, имей совесть. Дуня! Ага, я понял, типа. Да что ты орешь, я на подоконнике иду, ага. Ну посмотрим. Дуня, ну там же реально нормально тоже. Босс, он хоть может нормально полежать. Они скручены, как шпрот в консервной банке. Да, Сёнь? Да, моя бубочка. И все равно, сколько ни гони ее с этого дивана, Дуня продолжает спать только там. Я даже сам не знаю, почему она настолько полюбила это место. Раньше с удовольствием спала в разных местах нашей квартиры. Все кошачьи лежанки протерла с собой, спала и в домике, и на когтеточках, а теперь появился этот диван, и Дуню больше нигде не видно. И ладно бы диван был какой-то особенный, более мягкий или твердый, с углублением или наоборот выпуклый, но ведь такой же обычный, как и любой другой. Да такая же самая. Та же самая? Да. Я не понимаю, что ее так манит. Ну что ж, придется боссу привыкать. Может, это любовь, или ей просто спокойнее около своего старого друга. Один внимательный подписчик заметил розетку около дивана и порадовался за босса, что ему удобно будет заряжать мобилу. Братишка, твой коммент 1 из 1000 залетел в выпуск. Можешь прямо сейчас загадать желание, и оно обязательно сбудется. Дуня учуяла рыбу. Тоже будете? Вчера не ели, по чуть-чуть. Не ели вчера? А чё сидим тогда? Чё сидим, Кузя? Чё зеваешь? Вон Дыня, видно по ней, что она хочет. Да. Не деритесь, ребята, не деритесь. А, это маленькому, понял. А это дыня? Дыня, свежачочек. Мишка, почему плохо петаешься? Вон по Дуне видно, что она хорошо петается. Вот только с рук с твоих будет есть. Красавчик, Мишка. Не, это не будет. Вот мне красава. Моя школа. Сёнька моя. Буся моя. Во!
Во как есть надо, смотри. А не с рук. На, Мишка, все, наелся. Все, пожалуйста. Едока. Во как надо есть. Дынь, подвинь жопу. Ну подвинь жопу, наелась, не может двигаться. Во как надо есть. Во, по человеку видно, что наелся. Ей сейчас вообще ничего не надо. Теперь спать будет до вечера. Миску рыбы улупить. А это маленькому сейчас понесем. Пошли. Смотри, поворуют. Оставила там. Пару, ты уже наелась. Добре, пошли. Где там? О, сейчас будем есть. Давай, отшиняй хату. На что я мокрый наступил? Вода. Кто-то опять воду разлил, да? Опять воду разлил? Как тебе не стыдно? Скажи мне. Эта миска, мне кажется, больше, чем он. Ну ладно, пацану надо откармливаться. Этот хорошо петается? А вот Мишка плохо петается. Бардачок наделал тут. Все, приятного тебе аппетита. О, мисочка с водой уже совсем высохла. А здесь корм чуть-чуть остался, недоеденный. Ну что ж, к сожалению, настало время собирать все свои вещи. Чуть больше года мы ездили сюда почти каждый день. За этот год здесь временно проживали 7 животных, каждый из которых в разное время года ждал здесь поездку в свой новый дом. Но настало время забирать все свои вещи и возвращать ключи хозяину. Все позабирали, весь мусор повыбрасывали, ни разу не воспользовались светом. Все, Катя последний раз моет полы. Вот такие вот дела. Эх, ё-моё, пока. Пользуясь случаем, хочется еще раз напомнить, что мы ищем помещение или квартиру в Бобруйске для передержки животных. А может, кто-то из вас живет в Бобруйске и не против временно передержать у себя на балконе какого-нибудь бездомыша, которому мы будем искать хозяина. Пожалуйста, если есть такая возможность и желание нам помогать, пишите. О, Саня приехал. Привет. А вот и наш старый приятель. Как видите, с ним все в порядке. Честно признаться, я был очень рад видеть под каждым видео комментарии про этого кота. Уже столько времени прошло, а вы до сих пор интересуетесь его судьбой. Многие пробовали угадать причину, по которой я до сих пор не выпустил продолжение этой истории. Сейчас озвучу несколько ваших версий, а потом расскажу всю правду, что же с ним было на самом деле. Одни писали, что кот умер, и якобы я решил не рассказывать, чтобы не расстраивать вас. Сразу говорю и запомните навсегда, если не дай бог что-то подобное однажды случится, я расскажу об этом в любом случае. Но сделаю это осторожно, чтобы никого не шокировать и не травмировать психику. Другие предполагали, что мы вернули кота обратно его хозяину, а я якобы не хочу признаваться, чтобы на меня не рассердились подписчики. На самом деле это даже в голове не укладывается. Даже под дулом пистолета я не верну животное человеку, который так обращается с животными. Что уж тут говорить о добровольном решении. Еще предполагали, что кот сбежал или что я просто забыл о нем рассказать. Короче говоря, было множество веселых и местами даже нелепых вариантов, но не будем больше гадать. На самом деле все довольно проще и интереснее. Вон папка твой пошел с Катей. Красавчик. Сейчас я расскажу всю правду, а потом вы узнаете, куда мы его сейчас везем. Сейчас Сашка будет заходить, не надо. Да, вон полазь там где-нибудь. Вот уже где любит кот лазить по машине. Да, сейчас придет твой папка, не бойся. Давай. Прыгай, оп. Он Всё. там еще любит сзади, там, да, тоже постоянно. Пошел вверх. Ходит, там сидит. Возвращаемся назад в прошлую осень, когда произошла эта неприятная история. Мы свозили кота к ветеринару, убедились, что с ним все хорошо, и затем оставили его на время у нашей подруги Даны. Дана ухаживала за котом, кормила его и всячески пыталась своим добрым отношением помочь ему забыть ту ужасную историю. Через некоторое время мы нашли коту хозяйку. Нам написала женщина соседнего города, что хочет забрать кота себе. Я звоню Дане, рассказываю это ей и говорю, что надо выбрать день и завести котика его новой хозяйке. Дана, конечно же, расстроилась. Ведь живешь вот так каждый день вместе с ним, привыкаешь, а потом звонок и пора отдавать. Конечно же, это грустно, хотя все прекрасно знали, на что шли. Мы поговорили, я пошел заниматься своими делами. Через некоторое время мне перезванивает Дана и вся заплаканная говорит: у меня для тебя хорошая новость. А у нас тогда суета была, голова загружена, и вот я серьезно даже не подозревал, что это за такая хорошая новость сейчас прилетит в мое ухо. Ну, наверное, решили ехать завтра или в какой-то ближайший день. Ну да, здорово. А она мне говорит: короче, ты можешь перезвонить этой женщине и сказать, что кота мы ей не привезем?
Я такой, ого, вот это поворот. А чё так? Ну там, как мне потом рассказали, Дана, как узнала, что этого кота уже вот-вот заберут, так сразу в слезы. Рыдала весь вечер. А чтобы этот терминатор плакал, особенно с ее стальным характером, так это вообще явление крайне редкое. Настолько редкое, что вместо фразы «когда рак на горе свистнет», можно спокойно говорить «когда Дана вновь заплачет». Вот это то же самое. Короче, слезы, сопли пузырем. Я не хочу его отдавать. Ну, в общем, вот так вот кот остался у Даны. А женщина, кстати, которая хотела забрать кота, совсем не расстроилась. Я Дане говорю, что пока писать этой женщине не буду, ты давай еще хорошенько подумай до утра, взвесь все за и против, переспи с этой мыслью, а потом мы вернемся к этому разговору и примем конкретное решение. Разумеется, Дана не передумала. Я только собирался написать той женщине, как от нее приходит сообщение, что она подумала еще раз и решила кота пока не заводить. Тот случай, когда ситуация разрулилась сама по себе. Котика официально прозвали Смоки, но его все равно называют Сынок. Кот обожает своих хозяев. Вредный, но очень ласковый и любящий кот. А вот с такими обнимашками Смоки встречает свою хозяйку дома. Ой, 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 какие обнимашки. Идем, обнимашки. Иди обнимашки. Иди быстрее. Иди быстрее к моей обнимашке. Иди мои обнимашки. Ну вот и как мне из этого нужно было сделать выпуск? Представьте, выходит видео, продолжение той истории, и длится оно 10 секунд. Вы включаете, а там «Всем привет, вот помните этого кота, Дана оставила его себе, ну все, пока». Ну да, при желании можно было это растянуть на минуты 3, но средняя продолжительность наших выпусков минимум 15 минут, а на пятнашку такие новости не растянешь. Я долго думал, чтобы такое сделать, и решил просто вставить эту историю в какой-нибудь домашний влог. Кстати, вы спрашивали, кто такой Саша? Это родной брат моей Кати. А кота мы везем их маме на некоторое время. Но знаете, когда родители куда-то уезжают, то детишек обычно завозят к бабушке. Ну вот это примерно то же самое. Ну что, все, давай. Давай, братан, иди отдыхай. Скоро увидимся опять. Все, пока. Кто досмотрел до этого момента, оставляйте в комментариях тайм-код вместе с текстом «Тут был я», чтобы я знал, сколько людей досматривает мои видео до конца. А также переходите обязательно на наш канал и посмотрите выпуски, которые вы, возможно, пропустили. Не пожалейте времени, я над каждым выпуском очень старался. Увидимся в следующем выпуске. Не прощаюсь.